Добрый день, дорогие зрители и гости канала Культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Мы продолжаем готовить для вас рубрику «Полезно, интересно и коротко». Сегодня с вами я, Айсулу, гид Рухордо 2018 года. В этом видео я вам расскажу о горах, которые занимают свыше 90% территории нашей Родины. И вы сами поймете, почему Кыргызстан называют страной небесных гор. На относительно небольшой территории нашей республики сконцентрированы как высочайшие пики-семитысячники, так и небольшие высоты. Всего расположено 14 хребтов высотой более 6000 метров. Наши горы главным образом относятся к Тянь-Шаньской горной цепи, меньшая часть расположена на Памире. Тянь-Шаньский хребет является самым длинным хребтом не только на территории Кыргызстана, но и на всей территории Азии, длиной которой составляет 2800 километров. В его центральной части расположены пики-семитысячники нашей страны, это пик Победы и пик Хан-Тенгри. Кроме того, 40 вершин высотой более 6000 метров. Ну а теперь давайте рассмотрим их подробнее. Самая высшая точка Тянь-Шань, пик Победы, высотой 7439 метров, был открыт в 1943 году. Самый северный семитысячник планеты расположен на кыргызско-китайской границе на хребте Кокшалто к востоку от озера Иссык-Куль. Его зовут самым недоступным, самым грозным семитысячником. Эта вершина предъявляет очень высокие требования к физической и моральной подготовке восходителей. Ну а недалеко от пика Победы возвышается пик Хан-Тенгри. В переводе Хан-Тенгри с тюркского означает «повелитель неба» или «властелин небес», высотой которой составляет 7010 метров. Интересно, что на пике Хан-Тенгри закопана капсула, содержащая послание от предыдущих альпинистов, покоривших эту вершину. Каждый новый альпинист, поднявшийся на эту вершину, выкапывает капсулу, записывает свое сообщение карандашом, чернилами писать невозможно, записывает свое имя, дату восхождения, послание и закапывает ее вновь. Ну а следующее Памир, крыша мира. Самая высокогорная система стран СНГ раскинулся в 60 тысяч квадратных километров и является самой разветвленной сетью, которая покрыта вечными снегами хребтов. Но к Кыргызстану относится лишь крайняя область, северные склоны Заалайского хребта и северная часть Памира Алая, куда также входят Алайская долина, Тюркестанские и Алайские хребты. А знаете ли вы, друзья, что на территории Кыргызстана есть вершина, названная в честь великого писателя Чингиза Айтматова? Эта вершина находится в центральной части Кыргызского хребта, в районе ледника Салых, высотой которой составляет 4650 метров. Получил свое название в 2000 году. Согласно древним письмам, запискам путешественников, экспедиции в эти места совершались еще с древних времен. Ну а теперь о них знаете и вы. Закончить сегодня хотелось бы словами одного из альпинистов. Я не собираюсь побеждать горы, ведь они такая же часть мира, как и люди. Покоряя вершину, я побеждаю себя. Помните, друзья, человек, который сидит на вершине горы, не упал туда с небес. Смотрите наше видео для расширения кругозора. Всего доброго, до новых встреч!